Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Действует указ о режиме повышенной готовности на территории республики. Зарегистрировано по данному управлению Роспотребнадзора 143 новых случая новой коронавирусной инфекции, 85 из которых зафиксировано в городе Якутске, в Мирнинском районе 7, по 6 случаев в Нерюнгринском и Чурапчинском, по 5 случаев в Вилюйском, Хангаласском, 4 случая в Амгинском, Сундарском, по 3 случая в Алайховском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, по 2 случая в Нюрбинском, Алекнинском и Савданском районах, и по одному случаю имеется фиксация в Булунском, Верхнеколымском, Жиганском, Намском, Амиконском и Татинских районах. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, необходимо обратить внимание на то, что для сегодня распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики характерны две новые тенденции, одна из которых нам действительно с вами была достаточно хорошо известна, и мы работали в данном направлении для того, чтобы снизить тенденцию ее распространения. Это заболевание среди детей. Сегодня непосредственно достаточно большое количество детей находится как на больничных койках, так и лечатся амбулаторно. И, соответственно, еще раз обращаем внимание родителей, членов семей детей на необходимость вакцинации для того, чтобы непосредственно детей обезопасить от непосредственно заболеваний новой коронавирусной инфекции. Второй тенденцией является уход новой коронавирусной инфекции в очень дальние поселения наших улусов. Так, в Алекнинском улусе у нас сегодня зарегистрированы уже случаи в Маче, в Чапаеве, в самых дальних поселениях Алекнинского улуса. Аналогичная ситуация соответственно, в Чурапчинском улусе, где ковид дошел даже до Жулуна, и, соответственно, в ряде, в том числе и в Хангаласском улусе, где тоже в маленьких населенных пунктах, отдаленных населенных пунктах фиксируется непосредственно новая коронавирусная инфекция. Чем непосредственно характеризуется такое распространение? Оно характеризуется тем, что в небольших населенных пунктах, в отдаленных населенных пунктах у нас действуют либо врачебная амбулатория, либо фельдшерско-акушерские пункты. Соответственно, медицинская помощь там оказывается. Тем не менее, высокий уровень распространения инфекции осуществляется и вируса за счет компактности проживания. Тем не менее, те населенные пункты, в которых был высокий уровень непосредственно вакцинации, соответственно, меньше подвержены, у нас непосредственно граждане этому заболеванию. Мы продолжаем в объеме 1850 исследований делать в сутки на новую коронавирусную инфекцию. И сегодня необходимо обратить внимание, что продолжается и вакцинация. В целом уже на территории республики поступило порядка 418 555 доз вакцины, и первую вакцину получило порядка 69,4% от общего объема вакцины, поступившей в республику. На настоящий момент в открытом доступе во всех учреждениях здравоохранения республики есть вакцина двух видов – «Спутник» и «Спутник Лайт». Необходимо обратить внимание, что «Спутник Лайт» применяется преимущественно для массовой вакцинации. Тех граждан, которые переболели более 6 месяцев назад, и тех граждан, которые прошли вакцинацию 6 месяцев назад, где-то начиная уже с января, с февраля, мартовские, в зависимости от вакцинации, будут приглашаться на ревакцинацию, могут приходить на ревакцинацию граждане, также и по своему, соответственно, усмотрению. Организационно ревакцинацию мы начнем и начали уже с медицинских работников. Сейчас под ревакцинацию попадают учреждения социальные, часть из которых у нас находится в закрытом режиме. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, сегодня подписан указ главы республики об особенностях проведения образовательного процесса на территории. Необходимо обратить внимание на то, что образовательный процесс на территории в соответствии с федеральным законом об образовании пройдет в очной форме обучения. При возникновении сложностей санитарно-эпидемиологической ситуации муниципальное образование самостоятельно принимает решение о применении дистанционных форм обучения. В целях обеспечения безопасности школьников, а также их родителей на территории не допускается на настоящий момент проведение
мероприятий как в школах, так и учреждениях дополнительного образования с участием родителей в помещениях. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, чтобы Министерство образования совместно с учредителями создать все условия по наличию рециркуляторов, по наличию санитайзеров, по наличию всех необходимых средств защиты на территории самого учебного заведения. Ну и кроме того, естественно, обеспечит и безопасность проведения через вакцинацию, проведения именно уроков через вакцинацию учительского состава. Министерство здравоохранения в свою очередь организует медицинские осмотры детей и, соответственно, и приступит к вакцинированию детей от гриппа, который должен быть у нас на настоящий момент. Эта вакцинация проведена в целях того, чтобы непосредственно наши дети не болели.